наверное, нужно сделать это вот так, чтобы мне вот этот блокнот, канал блокнот не прислал страйк, что я у него вот снимаю видео. И поэтому я вам буду показывать вот в таком экране, если вы не возражаете. Так, поехали. Каким-то мистическим знамением информация о взрыве в Волгодонске начала гулять по стране за несколько дней до теракта. 13 сентября, за 3 дня до теракта в Волгодонске, спикер Госдумы Геннадий Селезнев на заседании Совета Госдумы заявил: по сообщению из Ростова-на-Дону, сегодня ночью взорван жилой дом в Волгодонске. 17 сентября, уже после теракта, Владимир Жириновский напомнил Селезневу его слова. Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся. Это подшивка вечернего Волгодонска. Выпуск был сдан в печать в среду до теракта, а тираж вышел утром в четверг, 16 сентября. Но информация о взрыве там была. В воскресенье, 12 сентября, на предпринимателя Евгения Кудрявцева было совершено покушение. Так, это все вот версии, они рассказывают. Смотрите, дальше переходим к следующему. На сам взрыв мы переходим, чтобы не слушать их пропаганду, потому что здесь много очень лжи. Переходим к самому взрыву. Кадры могут шокировать, поэтому прошу переключить слабонервным. К дому в Волгодонске был подогнан грузовик со взрывчаткой, и этот грузовик был взорван. Террористы же, которые арестованы и получили пожизненные сроки, Декушев был такой один, они заявили, что они не собирались взрывать жилой дом, а должны были взорвать или дамбу, или же мост, для того, чтобы там показать, что они могут взорвать дамбу. Дамбу, наверное, этим грузовиком взорвать было бы сложно, но мост как-то точно они могли бы взорвать. И это делалось для того, чтобы атомная электростанция, которая находится недалеко от Волгодонска, показать Западу, это моя точка зрения, и я думаю, она верна, показать Западу, что есть угроза для взрыва вот этими исламистами. При всем при этом, они же потом показывают, что Жириновский знал. Тогда вопрос, каким боком Жириновский связан с этими Декушевыми и исламистами. Вернее, не Жириновский, Жириновский задал этот вопрос, Селезнев. Как поступает информация? Это говорит только лишь о том, что террористы были связаны с властью. Умышленно, знали они или нет, что их используют в темную, или на самом деле они это совершали, зная, что они работают на власть. Ну, как мы видим, получив пожизненные сроки, они сидят. Если они сидят, тут видно, что сидят, в принципе, да. Здесь может все что угодно русские выкидывать, изображать сидельцев и так далее, ну, по всей видимости, эти люди сидят, то их использовали в темную. Это, конечно, их не освобождает от ответственности, но дом они взрывать не собирались. Они заявляют, что собирались взрывать мост. Хотя до этого 2 взрыва в Москве произошло, взрыв в Волгодонске был последний из взрывов, и до этого взрыв в Буйнакске, в Дагестане. Я думаю, могли понимать, что их взрывчатка, груженная машина полностью взрывчаткой, могла быть использована, скорее всего, против жилого дома. Ну, на их совести оставим. Они уже сидят пожизненно. Вот место взрыва. Как вы видите, вот вы можете наблюдать, что МЧС, спасателей не так уж много, да? Точнее, я вижу тут парочку только человек, остальные вот это все это огромное скопление людей,
Это люди гражданские, соседи спасают. Никакой эвакуации, спасения нет. Просто Воронка от чудовищного взрыва глубиной 5, диаметром 15 метров. Рассказывают, отцы города на месте взрыва были потрясены, потеряв способность к связным действиям. Говорят, кто-то прибыл даже в подштаниках. Ситуацию в первые жуткие минуты взял под контроль уже на тот момент бывший начальник УВД Николай Иванович Харитонов. Прибыв на место, одетый с иголочки, он начал отдавать четкие команды, и все психологически стали ему подчиняться. В таких ситуациях и проявляется настоящий, а не номинальный лидер. Я не буду сейчас называть фамилии руководителей. к Николаю, как его там, который уже сейчас умер, говорят. Но если же эвакуация очень хорошо, очень заслуживает уважения, конечно, если человек спасал людей и не растерялся в опасной экстренной ситуации. Но при всем при этом нужно понимать, что нужно было расследовать и заявлять о том, заявить открыто, кто совершил это преступление и откуда у Селезнева была информация такая. И до этого произошли еще взрывы в Москве, потом в Рязани еще взрывы, 2 в Москве, 1 в Буйнакске, потом в Рязани были задержаны ФСБшники. И вот этот герой, российский генерал, военный или кто он, полковник, генерал, он не был замечен среди тех, кто боролся за то, чтобы привлечь. Но, хотя я не знаю, может его убили, именно из-за этого он и умер, наверное. Не знаю, давайте посмотрим. Выходит статья, 4 ваххабитов подозреваются в причастности к взрыву в Волгодонске. Их имена известны. Чтобы в живых остался главный свидетель, благодаря показаниям которого ФСБ быстро вышла на след террористов. Аббаскули Искендеров. Террористы уговорили посторожить его картошку. Декушев Адам, Бачаев Тимур, Крим-Шамхалов Юсуф. Крим-Шамхалов и Декушев были арестованы. Остальные были ликвидированы. Надеясь, что главный свидетель будет уничтожен. Но вот случай или провидение. За несколько минут до взрыва Искендеров Нет у меня ни малейшего сомнения, что эти люди, вот и Декушев, и Крим-Шамхалов, и другие люди пытались втянуть в эту свою группу чеченцев. Слава Богу, не оказалось ни одного чеченца в этом деле, чтобы вот мы могли однозначно заявить, что к нам это не имеет никакого отношения. Но, опять же, и даже если бы там оказались чеченцы или оказались карачаевцы, это не говорит о том, что это делалось ими и для чего это делалось. Не было никакого смысла так поступать. Убивать простых граждан, мирных граждан, это могут сделать только бандиты и варвары. вышел из машины домой, чтобы умыться и перекусить, и остался жив. Спустя несколько лет террористы будут обезврежены. Кто-то уничтожен, кто-то пожизненно будет сидеть в белом лебеде. Пускай наши погибшие вам всю жизнь снятся, кто погиб у нас. На том свете, чтобы снились вам всю жизнь. Окончательное наказание Декушеву Адаму Османовичу и Крым-Шамхалову Юсуфу Ибрагимовичу по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний определить в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. От взрыва серьезно пострадало 37 домов. Чудовищная ударная волна сдула панельные блоки в эпицентре, разбила в прах домашнюю утварь, отбила внутренности, проходя сквозь человеческое тело, контузила мозг. Погибло 19 человек, госпитализировано 90 пострадавших. Всего же, по официальным данным, признаны пострадавшими в результате теракта 15 280 человек, включая более 1000 детей. Я после взрыва, 2 месяца я не разговаривала вообще. То есть пыталась что-то сказать, я не слышала 2 месяца. Я год не видела цвет вообще, у меня было все серое. То есть вообще, вот, просто пока вот я там 2 раза в елочке в психоневрологическом диспансере полечилась, потом 3 раза в больнице лечилась, то есть восстанавливали. Речь восстановилась через 2 месяца. Хотя заикалась очень сильно.
Это так называемый Лужковский дом, построенный на средства мэра столицы для жертв теракта. Здесь живет Александр Шалимов, один из всей своей семьи, оставшийся в живых. Он жил в ближайшем от эпицентра взрыва доме на 2-м этаже. Металлические клочья разорванного грузовика вонзились ему в голову. А дальше трепанация, инвалидность на всю жизнь, неврология, бессонница. Теракт перечеркнул все. Семьи не стало. Как косой, скосило. Нормальная семья. Саша Шалимов старший сын, нет, средний сын. Стоит напомнить, что реально, да, люди, которые погибли, мы вспоминаем 316 погибших, мы говорим об этих людях, но огромное количество людей стало инвалидами, получили тяжелые травмы, не только вот в Волгодонске, в других взрывах тоже, и в других террористических актах, которые проводились совместно ФСБ, ГРУ, по очереди, они уничтожали, нагнетали обстановку, уничтожали свой народ. Много людей получили психологические, очень тяжелые травмы, это тоже не просто так проходит. И когда некоторые люди говорят, там, мне вот через 20 лет это снится, это не преувеличение, я в это верю, я это знаю, многим людям это снится, это повторяется. Я знаю это, потому что после взрыва вот этих домов, убийства своих же русских граждан русскими спецслужбами, обвинив в этом нас, русские напали на нас. Я не перестану об этом напоминать, я буду об этом говорить всегда, и я призываю всех об этом говорить, это очень важно, это основа основ, это игла Кощея, все после этого принятые Путиным решения, сама легитимность Путина как президента и этой банды, которая пришла тогда к власти и стали миллиардерами, мультимиллиардерами, все это легитимность теряется, и они становятся незаконными. И мы, чеченцы, которые были обвинены в этом, да, которые пережили первую русско-чеченскую войну, понесли огромные, колоссальные потери, как человеческих жизней, так и вот то, что я рассказываю, тех пострадавших, родственников, раненых, психологические травмы у чеченцев огромные, у граждан Чеченской республики, всех национальностей. И эту страну, маленькую, молодую, небольшую страну, которая пережила такой ужас первой русско-чеченской войны, геноцида, еще в первую войну, обвинили в том, что мы совершили эти террористические акты, устроили второй акт геноцида под молчаливое согласие всего мира. И всех тех людей, которые сейчас прозрели и поняли, кто такие русские, кто такие КГБшники, ФСБшники, ГРУшники, русские империалисты. И мы, как никто другой, об этом знаем. До сих пор нисколько не получили сатисфакции, ничего не реабилитированы, не признаны потерпевшими по вот этой агрессивной войне против нашего народа, не признаны над нами совершен акт геноцида. Ну, все это много я об этом говорю, буду говорить. Вы это все многие знаете, кто смотрит наш канал. И мы прекрасно понимаем этих людей и понимаем, что только справедливый, честный суд, как суд, который завтра очередное слушание будет в Берлине, проходит над Вадимом Красиковым, террористом, убийцей чеченского народа, вот этот исторический момент, вот такой же суд, исторический суд должен произойти над другими убийцами чеченского народа и других народов, которые пострадали от русского фашизма, русского империализма. Давайте послушаем, что говорит Декушев, если я не ошибаюсь. Ну, это Россия, конечно, тут верить можно очень слабо, но я не знаю, что это за человек, он на того Декушева он не похож. Ну, может, состарился, может, еще что-то. Я просто не верю ничему, поэтому я каждый раз подвергаю сомнению все, что они показывают и говорят. Даже если это кажется, на первый взгляд, очевидным. Давайте послушаем, что говорит вот этот человек, которого называют Декушевым. Есть атомная электростанция, там есть водохранилище, перед водохранилищем есть мост. Ну, как бы взорвать мост,
показать угрозу, что можно плотину взорвать, там, атомную электростанцию. И Атомную электростанцию, вот видите, о чем речь. Я не знаю, что это за человек. Я не верю ни одному слову. Я знаю, как делаются, клепаются дела в России. И если этот человек, может, внешне он как-то похож, еще что-то, не знаю. Но он тут четко прямо указывает на атомную электростанцию и так далее. И вот те люди, которые снимают этот фильм, вот этот блокнот Волгодонск про теракт, они показывают нам Жириновского, показывают вот эту трагедию и никак не связывают это с другими взрывами. Им нужно только лишь, чтобы их признали жертвами теракта и заплатили какую-то копеечку. Но это продажа принципов просто. взорвать мост. Но взорвался жилой дом, погибли люди. Так получилось. Декушев заявляет, что он ни при чем. Все-таки я задам еще раз вопрос. Вот тех, кто погиб в результате терактов, вам их, как человеку, жалко? Ничего себе, как это не жалко? Как это можно, например, людей убивать просто так? Они говорили, да, если они здесь убивают, мы тоже имеем право их убивать. В общем, ни о чем он, конечно, не сожалеет. Мы уже 20-й год добиваемся признания статуса жертвы теракта со всеми, естественно, со всеми выплатами за причиненный вред, чтобы была социальная реабилитация, и она должна быть финансово подкреплена. Наша организация создала петицию, чтобы принять закон. И мы сейчас... Вот, в принципе, что можно сказать про те события, которые происходили тогда, как русские пытаются заниматься этим вопросом, как это обсуждать. И теперь, зная вот эту ситуацию, которая была, я бы хотел вам показать другой ролик не очень мной уважаемого Дмитрия Гордона, который на его канале еще при жизни Бориса Березовского в 2014 году вышел вот этот ролик, где Борис Березовский рассказывает про эти взрывы, и он человек, который, как он говорит, хотя много людей пытаются приписать эту такую сомнительную славу себе, привел Путина в кресло президента. На самом деле это не так. КГБшники хорошо разыграли и использовали и Пугачева, который здесь в Европе, тоже есть русский такой империалист, который бывший банкир, Березовского и других вот этих олигархов, и без преувеличения казнокрадов, по-другому в России нельзя было стать миллионером и миллиардером. Что говорит, давайте послушаем этот Борис Березовский, покойный, ныне, как говорят, покойный, опять же, я считаю, что Борис Абрамович Березовский, скорее всего, воспользовался программой защиты свидетелей. И это почему я так считаю? Во-первых, когда его хоронили, его гроб был закрыт, хотя его всего лишь повесили, как нам рассказывают. И тело, лицо не обезображено, поэтому обычно в таких случаях гроб бывает открытым. И только когда тело обезображено, гроб бывает закрытым. И второе, если я не ошибаюсь, тогда Березовский выиграл в суде 800, по-моему, миллионов фунтов стерлингов в суде у вдовы Кахи Биндукидзе, по-моему, если опять же не ошибаюсь. Короче говоря, выиграл суд, и через какое-то время он умер, был как бы повешен и пропал. Будем надеяться, что жив, а если умер, то Бог ему судья. Пускай он отвечает перед Богом за все свои злодеяния, которые в том числе он имеет отношение. На мой взгляд, это моя личная точка зрения. Я считаю, что и Борис Березовский и другие люди, которые были рядом с Владимиром Путиным, когда он восходил на трон, после взрыва в 1999 года, не могли не видеть, никто не мог не видеть, не осознавать, что происходит. Давайте послушаем, что говорит
Березовский. Часто приходится слышать от людей, Это которые очень много интересно. знают, что за истории с взрывами на Каширском шоссе, за истории с Гексогеном, за Нордостом, за Бесланом просматривается тень Путина. Что вы на этот счет думаете? Ну, я бы не стал вот все прям в одну корзину, да. Что касается истории взрыва жилых домов в Москве осенью 1999 года, то, с одной стороны, я был в центре политических событий в 1999 году, поскольку это как раз время кампании. Более того, хочу сказать, что я в то время не считал, что это спецоперация. Может быть, потому что были глаза зашорены, потому что я действительно абсолютно верил, что мы можем совершенно демократическим путем, да, выиграть парламентские выборы. А потом стали считать, что это спецоперация? Безусловно. И более того, не просто считать, а собрал огромное количество фактических материалов, которые подтверждают, что это была спецоперация. То есть дома на Каширском шоссе в Москве специально взорвали? Давайте тогда конкретно говорить, не в терминах там, гипноза, да, а в терминах фактов. Предлагаю рассмотреть один единственный случай, который ярче других показывает, что происходило. Это неудавшаяся попытка взрыва в Рязани? Дома в Рязани. История абсолютно кристальная, да, потому что она вся в официальных информационных сообщениях, в прессе, в документах, фотографиях, видеозаписях и прочее. Произошла следующая история. На самом деле, это истории удивительные две, но и второй коснусь тоже. Произошла следующая история. Это уже после взрывов на Каширском шоссе, после того, как все боялись Гексогена. После взрывов на Каширском, после взрывов в Волгодонске. Значит, водитель автомобиля в Рязани заметил двух людей, которые выгружали мешки около подъезда дома. Подозрительные мешки. Это ему показалось подозрительным. И он сообщил об этом в органы. Не знаю, честно. ФСБ он сообщил, местное. Милицию. Короче говоря, были задержаны 2 человека с этими мешками в подвале этого дома. В мешках, и вот я сейчас рассказываю дальше информация, которая вначале появилась, вот с самого начала, когда сообщили о том, что предотвращен террористический акт. В этих мешках оказался гексоген и взрывное устройство. При этом 2 сотрудника, которых задержали, оказались террористами. Через очень короткое время удалось задержать этих сотрудников там же, в Рязани, и оказалось, что они сотрудники ФСБ. Арестовывало их региональное ФСБ, а они были сотрудниками Центрального ФСБ. То есть Центральное ФСБ не поставило в известность региональное ФСБ об этой спецоперации. Те люди, которые были на опознании, что ли, да, во-первых, было снято взрывное устройство и размещено и в газетах местных, и на интернетских сайтах. А во-вторых, были показания одного из участвующих в этой операции предотвращения вот этого теракта, что это гексоген. По-моему, на следующий день или через день было совещание в Кремле, где тоже силовых что-то структур, я сейчас не помню точно, где выступал с промежутком в полчаса в то время министр внутренних дел, Господи. Не имеет значения. Нет, имеет значение. Рушаева. Хорошо, мы к этому вернемся. Совсем недавно он ушел в отставку. Потом он был секретарем Совета Безопасности. Рушаева. В Кремле. Тоже очень важный момент. Как бы Рушайло заявил в прошлом стриме, когда я говорил о том, что Рушайло тоже причастен к взрывам 1999 года и прикрывал эти взрывы по линии МВД. Мне мой подписчик сообщил, что... нет, это было не в стриме, позже было общение, что
Рушайло как бы сообщил об этом взрыве, о предотвращении террористического акта в Рязани, поэтому он как бы имеет алиби, он как бы не причастен к этому, так как он сообщил. На самом деле совсем было не совсем было так. Когда задержали, как здесь Березовский правильно говорит, центральное ФСБ, да, не центральный аппарат ФСБ не предупредил региональный, конечно же, и не предупредил милицию, МВД местное. Но когда задержали уже, да, ФСБшники были задержаны, эти террористы через 2 дня были задержаны. И об этом все знали. За 2 дня до этого мешки с гексогенами уже найдены. Мешки гексогеном, как мы сейчас это понимаем, и с тротиловой вот этой стружкой вперемешку, да, вот такая это была смесь, да, сахар, рязанский сахар с вермишелью, как мы это видели в других наших видео. И они должны были, как бы, задержали, и что-то должно произойти. За 2 дня до этого 3 мешка взрывчаткой нашли, задержаны с поличным ФСБ. Весь город стоит на ушах. Рязань непростой город, это военный город. Там очень много военных училищ, это мы тоже раньше говорили. И почему выбран был именно город Рязань? Потому что это был взрыв, который должен был, после этого взрыва рязанские десантники, вот эти все военные, должны были потом ехать топить чеченцев в крови. И это был такой мотиватор для этих рязанских военных. Поэтому не просто так было сказать, что вот, да, ну, нашли и так. Но и Рушайло не мог отвертеться. И задачу по озвучиванию этой ситуации, что это были учения, взял на себя Патрушев. И поэтому Рушайло не освобождается от ответственности ни в коем случае, но Патрушев это прямой исполнитель, это все они заодно, но Рушайло был вынужден просто сказать, потому что его ведомство уже задержало. Все, они должны их передать уже в суд, что-то надо делать. Не может местное все руководство Рязанского МВД, ФСБ взять, просто сказать, ну ладно, отпускаем. Для этого должен был сказать, конечно же, директор ФСБ. Директор ФСБ об этом сказал. И их потом отпустили. Провели совещание через несколько дней, буквально через 1 день, что ли, да, где последовательно, интервал в полчаса, выступал министр внутренних дел Рушайло и директор ФСБ Патрушев, которые сделали 2 противоречия друг другу заявления. Рушайло рассказал о предотвращении теракта, а Патрушев заявил о том, что это были учения. Что это были учения, и вот бдительный советский народ, значит, схватил за руку и так далее, и так далее. А гексоген настоящий? Ну, дальше больше. Дальше Патрушев сказал, что это был не гексоген, это был сахар. И более того, мы вывезли на полигон и проверили. И это был действительно сахар. Извините, ребята, если это учение, если вы сами его устраиваете. Зачем вы что проверяете, это сахар вот туда положили или гексоген? Но более того, вот фотография вот этого взрывного устройства, которое они назвали муляж. Они сказали, что это был муляж, а не взрывное устройство, которое было помещено в гексоген, в каждый из мешков. Это взрывное устройство появилось на фотографиях. И здесь, когда я проводил расследование, я нанял экспертов английских и французских, которые по фотографии должны были установить вот этот монтаж, который сделан, проводов и так далее, эти устройства, которые там были. Это, ну, на самом деле так, да, на самом деле работающая как бы штука, ну, хотя бы как схема, да, вот как схема. То есть хотели взорвать этот дом в Рязани? Я хочу сказать, что только они подтвердили, что схема абсолютно нормальна. Да? Поэтому, если это был муляж, что совершенно... Они же не рассчитывали, что подойдет специалист, который из бдительных граждан, который определит, что это... То есть хотели реально взорвать дом? Безусловно, была попытка взрыва дома в Рязани. Зачем это было нужно спецслужбам, если это так? Ну, на самом деле, как я сегодня понимаю, параллельно тому штабу, который работал... Тогда как бы Березовский этого не понимал. Пока ему не дали пинка и не выкинули из России, он этого не понимал. Или делал вид, что не понимает. И теперь он говорит, что они вот занимались пиаром, а была группа спецслужбистов, которые занимались вот уже военным вот этим террористическим актом и так далее.
Но Путину нельзя было поднять рейтинг, которого выдвигает Ельцин, у которого 2%. Здесь, мне кажется, Березовский лукавит, откровенно лукавит. Говорит, что 2% нельзя было, что можно было по-другому поднять рейтинг. Нет, рейтинг Ельцин проиграл до этого выборы коммунистам Зюганову в 96 году, по-моему. И тогда в 96 году Зюганову просто припугнули и сказали, если коммунисты придут к власти, то все, у нас Запад, все от нас отвернутся. Что вот мы пошли вот по коммунистическому пути. А этот коммунистический путь, это тот путь, который себя уже изжил и дискредитировал в глазах Запада. И он и не был никогда коммунистическим. У Советского Союза был путь империалиста, империалистический путь. И они про имперство, империализм Запада говорили, чтобы прикрыть свой империализм. И тот коммунистический режим, который себя дискредитировал, их он не устраивал. Не было никакой идеологии, ничего их не устраивало. Теперь они собирались строить империю под прикрытием демократии. Они поняли, что их система проиграла, западная система. Они, как хамелеоны, переоделись, перекрасились под демократов, поэтому тогда не дали Зюганову занять пост. И когда Ельцин объявил Путина своим преемником, то у Ельцина и у Путина, соответственно, поддержки было 2%. И не мог Березовский поднять этот рейтинг, ну никак. Можно 10 поднять, 20 поднять, но не 50, не 60, не 70. И только взрывы домов в 99 году, только убийство российских граждан и обвинения в этом чеченцев, а до этого стоит напомнить, опять же, здесь ведь не так возникло, что Чечня жила себе свободно, даже после войны, да, ее никто не трогал, тут произошли взрывы, обвинили чеченцев и напали. Нет, днем и ночью, на протяжении вот этих 3 лет, даже меньше, чем 3 лет, 2,5 лет, после первой русско-чеченской войны, из чеченцев делались, ну просто дьяволы, сатана делалась. Что мы там детей едим, всех делаем. И да, многие совершали преступления, многие использовали спецслужбы. И захваты заложников были, и криминал был. Но это все провоцировалось и 100-крат накручивалось в информационном поле России. И все это прекрасно знал Березовский, который непосредственно там внутри находился. Как Березовский, как другие люди, которые сейчас делают вид, что ну нет, я там побыл там 3 года, 5 лет его там советником, рядом побыл и больше ничего не знаю. Нет, мы в это не верим. Я лично в это никогда не поверю. Невозможно. Когда простой человек знает, который чуть-чуть интересуется этой темой, что взрывали спецслужбы, а Березовский, допустим, который находился на самом верху, он даже не понимал. Вот послушайте, что он говорит, с чем я в корне не согласен. Имидж Путина на легитимные выборы и так далее, существовал другой штаб спецслужб, который не понимал, что таким образом можно выигрывать выборы. И, кстати, я хочу вам сказать, что здесь полная аналогия с тем, что происходило в 1996 году. Полная аналогия. Как вы помните, в 1996 году выборы были в июне, а в марте месяце Коржаков, Барсуков и Сосковец уговорили Ельцина подписать 3 указа. Да? Один о переносе выборов на 2 года, второй о запрете Компартии, и третий о разгоне парламента. Да? То есть абсолютное непонимание дремучими homo советикус, да, как устроена жизнь, уже новая жизнь. Да? Они не верили, что можно действительно с помощью ящика, да, сделать то, что они делают с помощью пушек и пушечного мяса. Да? И этот менталитет абсолютно сохранился. И вот те люди, которые планировали вот это все делать в 1999 году, безусловно, были, с одной стороны, уверены, что вот так, как мы наметили, не победить. Это первое. И второе, может быть, они как раз хотели тем самым взять под контроль Путина и как будущего президента страны. Опять, это предположение, да? Но факт остается фактом, что те сведения, которые мы собрали, я вам рассказал только один эпизод, потому что на самом деле был очень значительно другой эпизод, когда за 3 дня до взрыва дома в Волгодонске
Селезнев, спикер Госдумы Российской Федерации, объявил о готовящейся провокации взрыва жилого дома в Волгодонске, а взлетел дом в Москве на улицу Гурьянова. А через 3 дня действительно взлетел дом в Волгодонске. Это есть даже на видеокадрах, где Жириновский поднимает этот вопрос и спрашивает, как это так на заседании Госдумы за 3 дня, на заседании Госдумы, не общее заседание Госдумы, а Президиума Госдумы. Ну что, да, какого-то органа Госдумы. Как это так? Он говорит, 3 дня тому назад нам сказали о взрыве в Волгодонске, через 3 дня он действительно взлетел. Это просто задокументированные факты. Да, это задокументированные факты, и это правда. Березовский, конечно, пытается себя это все снять. И я думаю, Березовский правильно поступил, что воспользовался, если он воспользовался программой защиты свидетелей, для того, чтобы уйти. Так как он правильно сказал, что сперва повесит Путина или Березовского, и вместе с Путиным повесят и Березовского. Потому что он причастен. И да, эти люди не отвертелись бы. А сейчас, когда он будет в программе защиты свидетелей, он сможет просто дожить свою старость. И как неглупый математик, он очень хороший математик, говорят, был, он поступил математически очень правильно и верно. Что можно еще по этому поводу добавить? Мы дальше будем говорить, напоминать об этих ситуациях, об этих взрывах, о ситуациях с правами людей, которые происходят как в Чеченской республике Ичкерия во временно оккупированной, так и в других местах. Будем поддерживать, говорить про все темы, которые не нравятся российской бандитской, террористической власти. Будем говорить и напоминать миру, что не все так хорошо в русском наноцарстве. На этом, я думаю, наш стрим можно закончить. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И все, как говорится, будет Ичкерия. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Адикюэль. Маш ойль.